Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем третье заседание РМО учителей математики. Сегодня у нас к обсуждению представлены достаточно важные вопросы. Например, о новой форме аттестации учителей расскажет Ныркова Светлана Анатольевна, заведующая Центром Института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно с вами никак не могли встретиться на протяжении предыдущего учебного года. Да, у нас достаточно много РМО. И вопрос, связанный с аттестацией, да, той, которая действует с 2014 года, да, с аттестацией, которую мы ожидаем в 2020 году, возможно, в сентябре, очевидно, для учителей математики, да, для членов РМО, он решен, да, или освещен не в полной мере. Я на протяжении мероприятия буду просить поменять презентацию, да, потому что презентацию закачивали без меня и немного не ту, да, закачали, но тем не менее пока некоторыми, да, слайдами из этой презентации я воспользуюсь. Итак, уважаемые коллеги, да, то есть нас всех на сегодняшний день беспокоит, да, как обстоит ситуация с аттестацией, что нас ожидает. Да, как это связано с действующей системой и что мы в этой связи можем предпринять в будущем. Для того, чтобы вам была понятна, да, система, которая может измениться, мы все же начнем с того слайда, который сейчас представлен на экране. Да, перед вами представлена методическая республиканская модель аттестации педагогических работников. То есть эта модель, да, состоит, с одной стороны, это левый блок, освещающий межаттестационный период, и, да, характеризуемый организационно-методическим сопровождением. И правый блок, да, это некая наработка нашей республики, которая стала необходимостью, когда была проанализирована ситуация, да, с возрастом, стажем, особенностями, да, методической подготовки наших уважаемых учителей. Да. Сегодня мы говорим об учителях. Если с левой стороны мы видим информацию, которую мы можем, да, рассмотреть на нашем сайте, и каждый уважающий себя учитель, собирающийся аттестоваться, он проходит путь, да, такой электронный, КРИРО, деятельность, аттестация, да, и попадая в нашу рубрику, он может познакомиться там, да, с теми рубриками, которые вы сейчас видите на экране, да, нормативно-правовые основы, требования к документам, собственно, модели портфолио, аттестация в форме экзамена, которая действует именно для учителей, да, большей частью для них. Есть методические рекомендации, где мы знакомим с тем, как вы оформляете документы, какие требования к ним сейчас предъявляются, да, и какие требования, да, к вашей компетентности, да, что вы должны представить в своих аттестационных материалах. Мы обсуждаем, да, на нашем сайте модели портфолио, да, некоторые изменения к ним. Все это реализуется в том режиме, в котором мы находимся сейчас. Мы встречаемся с экспертами, да, и с муниципалитетами в режиме видеоконференц-связи, на живых семинарах, да, даем реальные консультации. То есть это то, что существует, полагаю, в каждом регионе Российской Федерации, да, но тем не менее зачастую до сих пор сталкиваемся, что педагоги не знакомы, да, что такая возможность на протяжении всего межаттестационного периода обращения, да, к этим продуктам существует. Ну и есть особый случай, который в правой части нашего рисунка представлен. Мы назвали это направление методическая поддержка, и осуществляется она именно в аттестационный период. Что мы сейчас понимаем с вами под аттестационным периодом? Это те 60 дней, да, с момента, когда вы подали заявление на аттестацию, до момента принятия, да, Республиканской аттестационной комиссии решения, да, об установлении либо об отказе в установлении педагогу квалификационной категории.
Итак, да, и вот здесь вот относительно, да, нормативных документов в пользу наших уважаемых педработников происходят вот следующие шаги. Если вдруг экспертная группа выясняет, да, что ваши материалы недостаточно представлены для того, чтобы быть оценены, да, и для того, чтобы рекомендовать комиссии присвоить вам заявленную высшую категорию, либо первую категорию, то на сегодняшний день, да, у нас таким образом ведется сопровождение и работа, чтобы педагог получил рекомендации по доработке аттестационных материалов. То есть педагогу идут рекомендации, да, он по этим рекомендациям может доработку осуществить, да, по пунктам доработки представить нам материалы, да, мы опять же передаем это в экспертную группу и возвращаемся в этот цикл. Вот если говорить о самом аттестационном периоде, который определен федеральным документом в 60 дней, то здесь мы тоже, да, вот находим способ, то, что называется, его продлить, пролонгировать. О чем идет речь? Допустим, не удалось, да, вам в силу тех или иных причин доработать аттестационные материалы. Не смогли, да, в течение 60 дней эксперты, у них было очень много, да, материалов, вам послать рекомендации, да, с тем, чтобы вы еще и успели доработать. То в этом случае, да, чтобы вот педагога миновал риск попадания в так называемый приказ, где будет написано, что ему отказано в восстановлении категории, мы предлагаем, да, педагогу отозвать свое заявление, как правило, да, на высшую категорию, с тем, чтобы спокойно доработать, да, вот те замечания, которые были выдвинуты, дополнить свое портфолио до его соответствия категории, и вот уже после этой доработки, да, подать заявление на, да, вот ту категорию, которую он, собственно, хотел. У нас, безусловно, в ряде случаев, и этот процент очень велик, наши педагоги с этой задачей справляются. Итак, да, вот и что мы в результате с вами, уважаемые коллеги, имеем, да? То есть совершенно, да, вот с одной стороны нормативный, да, вот аспект деятельности, связанный с тем, что мы с вами соблюдаем порядок аттестации и решаем задачи аттестации, да. А среди задач аттестации, вот как я сказала, что это не совсем моя презентация. Вот. Среди задач аттестации это повышение вашей квалификации, это измерение вашего соответствия, да, того, что вы делаете требованиям ФГОС. Да. Вы работаете в разных организациях, можете работать в учреждениях СПО, можете работать в школах, да, самых разных лицеях, гимназиях. Так вот, да, уважаемые коллеги, это с одной стороны. А с другой стороны, как вы убедились в нашей модели аттестации, да, вот это еще такая методическая помощь, поддержка, которая, чего греха таить, в ряде случаев не совсем в полном объеме реализуется в образовательных организациях, да, и тогда вот педагог остается в неких иллюзиях, да, что он делает сообразно задачам аттестации, а здесь я то, что называется, цитирую, порядок аттестации, либо, да, то, в каком направлении ему необходимо развиваться. Да. Часть экспертов у нас еще формирует так называемые рекомендации по профессиональному совершенствованию. О чем идет речь? Вам присвоена категория, но, допустим, эксперты вас оценили по нижней границе категории. Тревожный признак. О чем он свидетельствует? Он свидетельствует о том, что вы, возможно, да, имеете какое-то ошибочное представление о педагогических, да, об образовательных технологиях. Вы имеете некое ошибочное представление о планировании, да, собственной деятельности, да, например, планирование деятельности классного руководителя. И в этом случае зачастую у нас эксперты тоже пишут, да, на что стоит обратить внимание, да, над чем работать в ближайшие 5 лет. У нас категория по-прежнему присваивается сроком на 5 лет. Этот период не будет меняться в новой модели аттестации. Итак, я перехожу к новой модели. Конечно, была бы очень признательна, если бы вы написали вопросы, да, этот режим работы, когда не видишь лиц собеседников, чрезвычайно, да, сложен для педагога, можно пойти зачитать. Угу.
сейчас, секундочку, да, сложен, да, когда привык работать лицом к лицу. Итак, перед вами сейчас слайд, да, где представлена вот такая модель, да, вот она связана с президентской инициативой «Национальная система учительского роста». Здесь на презентации вы видите еще одну аббревиатуру, да, которая ниже расшифрована. ЕФОМ – Единые федеральные оценочные материалы. Вот. ЕФОМы, да, структурируются по компетенциям учителя, и на сегодняшний день речь идет только об учителе, потому что вот дважды собирали представителей регионов, да, в конце прошлого календарного года мы ездили с нашим министром образования на это мероприятие, вот собирали по поводу модернизации системы аттестации. Итак, внимание, да, вот в 2020 году будет идти речь об изменении в аттестации только учителей. Безусловно, в первую очередь в рамках вот этих единых федеральных оценочных материалов апробировались, ну, разрабатывались, разумеется, сначала апробировались только материалы для учителей русского языка, литературы и математики, да, собственно, ВАС, по вот этим компетенциям. И вот здесь вот очень интересный момент. Министр просвещения в ноябре 2018 года сказала, что для учителей с 2020 года очевидно, вот я подчеркну это слово, потому что, поймите меня правильно, да, я еще не видела нигде это в написанном виде, либо в виде проекта приказа, да, какого-то федерального, либо еще, да, каких-то вот таких вот документов. А ведь если что-то у нас меняется в аттестации, обратите внимание, изменения должны произойти на уровне даже закона об образовании, потому что вот 49-я статья Федерального закона об образовании посвящена, собственно, нашей с вами аттестации. Вот, то есть, да, отслеживаем, что меняется, да, какие проекты приказов появляются. То есть, разумеется, как только, да, вот что-то появится конкретное, да, и уже утвержденное, переданное, да, на согласование в юстицию, мы, разумеется, в первую очередь, да, эту информацию передадим в муниципалитеты, разместим на сайтах и так далее. Вот, пока это не произошло, то есть мы пока не видим, да, вот такого вот уже предпоследнего, да, вот варианта проекта порядка аттестации, да, по единым федеральным оценочным материалам, мы пока не видим, да, изменений в федеральном законе об образовании. То есть очень много в этой связи федералами сделано, но тем не менее, да, может быть, что-то появится летом, да, как это у нас бывает принято в Российской Федерации, что-то увидим мы летом. Но тем не менее пока не видно. Итак, вот, да, министр сказала, да, очевидно, что для регионов будет сохраняться два варианта на выбор учителя. Первый вариант – это, да, вот та модель, которая существует, и с нее я начала, в регионе, другими словами, у нас в республике. И второе – это возможность учителя сдать экзамен с опорой на единые федеральные оценочные материалы. Ну, вот картинка, вы можете даже познакомиться с ней более подробно на федеральном сайте, он так называется, efom.ru. Это не секрет, да, вот примерно такие же материалы там размещены. Вот. И, да, вот, уважаемые коллеги, вот тут начинается самое интересное. Ведь когда нам очень фрагментарно показали задания из разных блоков, вот видите, предметные компетенции, задания на эту тему, методические компетенции, задания, связанные, да, с этой составляющей, психолого-педагогические, коммуникативные. И когда мы стали сравнивать, да, эти составляющие с тем, что у нас есть в портфолио, то мы, уважаемые коллеги, выяснили буквально следующее, да, что вот большинство компетенций, если вы правильно поняли портфолио и правильно осуществляете аналитическую деятельность по, да, извините за тавтологию, по анализу, да, вот того, что вы наработали там за 3 непрерывных, да, вот года своей педагогической деятельности, они чрезвычайно похожи на то, вот о чем просят в ЕФОМ, да, в заданиях типа ЕФОМ разработчики-федералы.
Ну, то есть, например, да, в первом критерии нашего аттестационного портфолио мы же с вами что должны сделать? Мы должны проанализировать, да, предметные результаты освоения обучающимся образовательных программ. То есть явить, да, вот не некие там отметки, да, количество пятерок, четверок, а на основе КИМ, да, представить вот те умения, которые они измеряют, и уровень сформированности этих умений проанализировать, сделать выводы, высказать предположения по совершенствованию там, своей деятельности, да, по усилению, да, какой-то и по организации деятельности обучающихся. Вот такого типа заданий есть в ЕФОМ. Да, то есть вы должны уметь вот эти вещи, да, анализировать, планировать, ставить задачи. Вот. Далее, да, вот у нас есть очень такой серьезный, да, еще один критерий, связанный с разработкой, с методической разработкой учебного занятия. Но здесь примерно та же история, да, вот вам в рамках заданий ЕФОМ могут предложить некую тему, да, и вы должны будете по ней вот написать, там как раз присутствует достаточно много открытых вопросов, вы должны будете вот ее обосновать, да, связать с тем, что освоили дети, да, за предыдущий период, да, какие основные понятия, способы деятельности, да, позволяет освоить эта тема, и какие ожидаемые результаты вы планируете, например, для двух разных классов. Ну, то есть 7А и 7Б, разные дети, разные. То есть на какие результаты мы выводим детей. Вот такого рода задания есть. То есть, по сути, те из нас, кто правильно понимает, да, наше аттестационное портфолио и критерии к нему, они делают то же самое. Да? Что такое методическая разработка учебного занятия? Да, это вот такой продукт, да, в котором вы рассказываете своим коллегам, как вот этих конкретных детей с их особенностями, да, с их уровнем освоения, с тем, что они уже освоили, обучать вот по какой-то теме. Да, вы связываете эту систему с предыдущими, с последующим обучением, да, и потом уже переходите к заполнению технологической карты, да, урока, где вы очень подробно, логично и последовательно на каждом этапе формулируете свои действия, действия детей. То есть и мы ожидаем аналогичных вопросов и в рамках ЕФОМ. Ну, потому что вот судите сами. Если, да, вас попросят, да, вот на этапе целеполагания предположить, да, что необходимо сделать на уроке по этой теме. То есть я вот касаюсь сейчас двух критериев портфолио, которые в ряде случаев вызывают наибольшее затруднение у педагогов. Но при этом еще хочу обратить ваше внимание, что в соответствии с задачами аттестации мы с вами ведь, да, вот что должны делать? Мы должны понимать, да, куда нам профессионально развиваться, мы должны соответствовать вот целям ФГОС, да, и тем планируемым результатам предметным, да, которые вот прописаны, да, и поставлены перед нами. Вот и получается, да, что первый критерий – системообразующий для всего портфолио. Мы проанализировали, что у нас освоили или не освоили дети, и мы начинаем планировать свою внеурочную деятельность, что и как мы там можем сделать, да, для того, чтобы ситуацию улучшить, развить у ребенка, да, универсальные учебные действия, да, метапредметные результаты получить и, соответственно, предметные, да, вот для разных детей, с учетом даже индивидуальных траекторий инклюзии, если она присутствует в вашей школе. Вот, то есть это внеурочная деятельность и, соответственно, тоже разработка занятия, да, вот в рамках внеурочной деятельности. То есть что мы вот в результате имеем? Мы имеем портфолио, да, как на сегодняшний день, живой инструмент и такой работающий тренажер при подготовке к ЕФОМ. Мы имеем, ну, скажем, такой посыл, да, от министра просвещения Российской Федерации о том, что за вами останется выбор формы аттестации, да, как вы будете готовить портфолио вот с нашей моделью и доработкой, вот, либо вот пойдете на экзамен, но все, кто, да, из вас столкнулся с экзаменом, знает, да, что вот экзамен, если не сдал, доработать уже не удастся. Сдал, не сдал, результат отрицательный, ну, вхождение в приказ об отказе в присвоении категории или в установлении категории, ну, вот как сложится. То есть это то, что ждет нас на сегодняшний день.
То есть я действительно как бы преисполнена позитивными ожиданиями, что все-таки для регионов Российской Федерации оставят выбор, да, дадут возможность постепенно перейти, может быть, даже дадут нам возможность обучиться и через курсы повышения квалификации, да, научиться, да, отвечать на вопросы, да, демоверсии ЕФОМ, да, потому что это требует достаточной точности. И тренироваться вот в этих формулировках у нас возможность была, да, вот наша модель аттестации, она все-таки действует вот так уверенно уже совершенно с начала 2015 года, то есть получается, что мы вот 4 года, да, находимся там, и у нас возможность потренироваться была, если и мы, и наши уважаемые методы объединения, и сами школы отнеслись к этому достаточно серьезно, не как к возможности, да, решения последней задачи аттестации, где написано установление, да, уровня заработной платы. Мне можно презентацию сейчас, извините, коллеги, по ходу, да, покажу сейчас, поможет мне наш уважаемый Леонид. Вот, по задачам аттестации, не совсем, да, я вот правильно правила наших специалистов. Отчетный период, коллеги, у всех, да, и к нам еще сейчас такой вот непрерывный поток педагогических работников, несмотря на экзамен. Вот, хоть прием материалов закончен, да, будет сейчас еще одно заседание комиссии, вот такие остатки по доработке, да, они пойдут. Куда бросили? Давайте МП. Я там лучше похожу, делала презентацию для молодых педагогов, и там я, собственно, найду, да, то, что нужно. Сейчас, уважаемые коллеги, да, вот она загрузилась. То есть вот смотрите, я вот как резюме, да, вот, во-первых, да, обратите внимание, да, что все-таки аттестацию мы рассматриваем не как результат, да, когда нам устанавливают категорию, и к нашей безусловной, да, радости мы зарплату больше, да, получаем. Но это все-таки процесс, да, связанный с тем, что мы развиваемся, да, развиваемся как педагоги. Об этом все-таки забывать не стоит. Вот этот слайд, для чего я вам сейчас показываю. Я сказала, да, что должны произойти изменения, что должны появиться проекты, да, вот связанные с федеральным законом об образовании и с порядком проведения аттестации. Отслеживаем мы с вами дружно именно это. Да? Вот, например, да, когда они появляются, мы понимаем, все, да, вот новая модель пришла, и там пишется, да, как она используется. Дальше. Со временем мы будем отказываться от единого квалификационного справочника, где прописаны требования, да, к тому, что делает тот или иной педработник. То есть на смену ему приходят и уже пришли профессиональные стандарты. Да, то есть постепенно вот будет еще такое изменение, да, в нашей жизни происходить. Вот. Вот есть хороший вопрос, да, вот, который можно было, да, вот, предвидеть. Да. Например, осуществляется ли в школе-районе, да, трансляция передового педагогического опыта членов трудового коллектива? Да? Осуществляется ли в школах деятельность по фиксации профессиональных достижений учителей в межаттестационный период? Да? Зачем ездить вы на курсы? С каким результатом? Вот я говорю, вот очень интересные вопросы мы на протяжении этого учебного года решали и с молодыми педагогами, да, и с коллегами, экспертами, да, очень многие такие вот аспекты, они, да, вот, поднимались и рассматривались. Вот. А теперь вот посмотрите, мы сделали такой вот аудит, да, вот брали компетенции, которые написаны в национальной системе учительского роста и которые присутствуют в НСУР, а вот справа показатели модели портфолио учителя мы буквально точковали, в каких показателях эти компетенции проявляются. То есть это как вот такое статистическое доказательство того, о чем я говорила, да, и вот возможность к этим вещам обратиться.
Безусловно, да, вот уважаемые коллеги, были учтены, да, при разработке моделей и при том, как вот организуется работа экспертов, были учтены наши особенности, да, такие региональные. И сейчас, да, кто из вас видит экран, да, они могут зафиксировать, да, начиная от миграции, да, старения педкадров, да, низкая конкуренция у нас, да, ну и что уж греха таить, да, явные нехватки педкадров в нашей республике. Вот, поэтому, да, уважаемые коллеги, еще раз обращаю вас к задачам аттестации, да, что все-таки она нужна для того, чтобы мы, да, стимулировали повышение нашей квалификации, определяли, да, конкретизировали, где именно ее нужно повысить, да, и, соответственно, выходили на эффективную педагогическую деятельность, чтобы наша деятельность соответствовала, да, требованиям ФГОС и профстандартов. И вот последняя задача – это дифференциация размеров оплаты труда. То есть, к сожалению, да, вот сложилось так, что долгое время люди пребывают в иллюзии, что это вот только для дифференциации оплаты труда, и если я там 20, 30 или 40 лет в школе, то мне вроде бы как категория автоматически положена. Вы знаете, в одном из проектов я видела этот аспект, что педагоги с большим стажем, возможно, и будут в рамках новой модели аттестации получать, да, вот категорию там, ну, я не знаю, чуть ли не автоматически. Ну, слава богу, если это так будет, да, только поприветствуем, да, вот это начинание, но пока ничего конкретнее в этом отношении сказать не могу. Вот. Ну и перед вами требования всего лишь к первой квалификационной категории, чтобы вы понимали, откуда, да, сложились критерии портфолио, да, каким образом вот они ложатся. И первые две составляющие по первой категории: стабильные положительные результаты освоения обучающимся образовательных программ. Второй, да, с отсылкой на постановление правительства Российской Федерации от 2013 года, как раз и свидетельствует о том, что на сегодняшний день, да, уважаемые коллеги, мы анализируем не количество пятерок, четверок, троек, да, а мы анализируем результаты мониторинга. Означает, что мы анализируем уровень сформированности тех или иных предметных умений. Да, и для этого вот сегодня учителя у нас в портфолио прикладывают, да, контрольно-измерительные материалы, да, чтобы можно было эти все вещи соотнести, да, и вот вычленить какие-то, возможно, профессиональные дефициты. Итак, да, уважаемые коллеги, я сейчас склонна вот такую вот монологическую часть вебинара, он как раз достаточно, да, утомителен, как я сказала, тем, что сложно понимать, да, какова обратная связь, каковы ваши вопросы. Поэтому я делаю закономерную паузу и даю вам возможность вопросы в чате напечатать. Да, мы можем пока вот поговорить, у нас тут есть, да, члены РМО, да, они могут пока задать вопросы, а ваша задача, да, напечатать в чате вопросы. Я на всякий случай еще раз напомню, да, путь, по которому мы проходим, да, вот в цифровой системе. Итак, да, КРИРО, деятельность, аттестация. И вот когда вы прошли этот путь, да, вышли на сайт института, вы увидите нашу электронную почту, вы увидите наши телефоны. Да, это способ с нами связаться, ну и задать какие-то сущностные вопросы. Это раз. Второй момент. Да, у вас в муниципалитетах, в каждом, есть ответственный за аттестацию. То есть вот вопросы, связанные там с оформлением, да, что, как, куда прикреплять. То есть, безусловно, целесообразно адресовать, да, вот в свой муниципалитет, даже если вы идете на высшую категорию. Вот, потому что, опять же, сами поймите, невозможно, да, каждому аттестующему все объяснить, если он, ну, вот сам не посчитал нужным, да, прочитать те же самые методические рекомендации на нашем сайте, да, то есть вот просьба все-таки сначала совсем готовиться и так далее. И еще один симпатичный момент, да, и аспект, который я хочу осветить, вот в разделе аттестации есть рубрика, все время, да, мы называем это по-разному, рубрика связана с нормативным сопровождением аттестации, с нормативными документами.
Обратите внимание, это касается в первую очередь призеров, лауреатов конкурсов профессионального мастерства, что увеличился период действия вот ваших дипломов об участии в конкурсах, да, вот он увеличился фактически до 3 лет. Вам нужно будет посмотреть вот в нормативных документах, как я сказала еще раз, КРИРО, деятельность, аттестация, нормативные документы, посмотреть в республиканских нормативных документах изменения, да, в отраслевом соглашении. Это как раз вот такие свежие изменения. Посмотрите, какие у вас есть социальные гарантии, если вы беременны, если вы пенсионеры, да, если вы призеры, лауреаты конкурса профессионального мастерства, учитель года. Да. То есть, как правило, вот для вас именно вот эти вот аспекты, они представлены. То есть, еще раз, да, можно посмотреть дополнительные соцгарантии, с которыми вы можете обращаться к своему работодателю, не к нам, да, потому что нет такого понятия продления категории. Мы каждый раз категорию квалификационную получаем заново, но вот на основе отраслевого соглашения в разных таких ситуациях, которые прописывают профсоюзы, у вас есть возможность продлить оплату соответствующей той категории, которая, вот, предположим, недавно закончилась. Ну, посмотрите, у кого есть такие возможности. Таких людей немного, но они есть. Вот. Так что, уважаемые коллеги, как я сказала, пишем вопросы, Вопрос не смогли отправить именно в такой форме, в какой мы ждем, послали смс, значит, вот такой был вопрос. Через сколько лет молодой специалист может аттестоваться? Ну, изменилось что-то или нет? Да. Ну, замечательно, конечно, уважаемые коллеги, что нас слушают, да, молодые специалисты, да, это всячески приветствуется, но это еще и означает, что уважаемый молодой специалист не читал порядок аттестации. Вот там, где нормативные документы, размещен и он, да, порядок аттестации от 7 апреля 2014 года. Молодой специалист может, да, и к нему может организация уже представить требования об аттестации обязательной на соответствие занимаемой должности через 2 года до работы в школе, полных 2, да, учебных года. Но самое интересное, что через этот же период вы можете попытаться аттестоваться и на первую квалификационную категорию. Если вы обратили внимание, я вернулась к слайду, да, основы, по которым принимает решение комиссия при аттестации на первую квалификационную категорию. Молодой специалист, конечно, нужно подружиться со своим ответственным по аттестации, ходить туда на семинары, да, как правило, коллеги там должны их проводить. Вот. Так вот, что означает словосочетание «стабильные положительные результаты»? Означает, да, что мы с вами имеем результат как результат за учебный год, положительный, предположим. Да? Чтобы говорить о некой, да, стабильности, нужно прожить еще один учебный год. То есть, соответственно, да, молодой специалист должен представить результаты за 2 года, да, своей педагогической деятельности, и тогда у него есть шанс претендовать на присвоение квалификационной категории. Он может аттестоваться, но все будет зависеть от качества материалов. Вопросы утилитарные, уважаемые коллеги, да, содержательными, большое напряжение. Давайте хотя бы уточним, кто у нас присутствует. Леонид, сможете сказать? Ну что ж, уважаемые, да, РМО, учителей математики, да, смотрят нас сегодня людей немного, в этом есть плюсы, значит, уже большинство, в принципе, в курсе происходящего, да, и работа на уровне школы и муниципалитетов ведется, да. С другой стороны, да, ну, наверное, будет достаточно сложно, да, вот жаловаться, если вы чего-то не услышали. Ну и последний момент, да, по вашим заявкам, так или иначе, мы проводим курсы, реализуем модули по аттестации, да, разных категорий педагогических работников. Ну и естественно, да, что практически все модули учебные, да, программы повышения квалификации для учителей, да, они, да, вот все присутствуют, те, которые отражаются в аттестационном портфолио. Итак, портфолио отражает требования федерального порядка,
Курсы повышения квалификации отражают, да, в том числе его же требования федерального порядка. Поэтому вот такая вот логическая система выстроена. Желаю вам, да, чтобы ваши ученики прекрасно прошли государственную итоговую аттестацию, замечательного лета, да, удовольствия от профессионального развития и, естественно, в этой связи результатов в качестве, да, получения квалификационных категорий. Всех благ вам, до свидания. Так, большое спасибо Светлане Анатольевне. Так, мы надеемся, что эту запись посмотрят учителя, ну, наверное, уже в записи, чуть-чуть попозже, потому что, ну, наверное, не у всех получилось это в прямом эфире сделать. Так, ну а второй вопрос у нас не менее важен, связан с оцениванием уже не учителей, а учащихся. И о нем нам расскажет учитель средней школы номер 25 города Сыктывкара Игнатова Татьяна Васильевна. Итак, меня зовут Игнатова Татьяна Васильевна, я являюсь учителем математики школы номер 25 города Сыктывкара. И расскажу сегодня о рейтинговой системе оценивания учащихся и учете веса оценок при помощи электронного журнала. В своем докладе я хочу рассказать, как применялась рейтинговая система оценивания при изучении предмета решения математических задач и возможностях электронного журнала, благодаря которым можно обеспечить и облегчить работу учителя при вычислении итоговой отметки по предмету. В учебный план средней общеобразовательной школы номер 25 города Сыктывкара после изучения мнения родительской общественности в час, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классах был введен предмет решения математических задач, направленный на совершенствование вычислительных навыков учащихся. Было принято решение оценивание предмета осуществлять нетрадиционным способом, а именно с помощью рейтинговой системы. Рейтинговая система оценивания – это система оценки накопительного типа, которая отражает не только успеваемость школьников, но и их творческий потенциал, любые усилия школьников в сторону изучения предмета. Каждое действие может быть прописано и оценено в баллах. На слайде представлена возможная рейтинговая оценочная шкала. В идеале ученик мог набрать, к примеру, 160 баллов. Например, за входную диагностику учащийся мог набрать до 30 баллов. За текущие ответы на уроке, устную или индивидуальную работу, мог набрать от 3 до 5 баллов за урок и так далее. После подсчета общего количества баллов, которые получал ученик в течение всего периода обучения, например, четверти, оценка представлялась в традиционном виде. Итоговая отметка в традиционной форме рассчитывалась по формуле, представленной на слайде, в зависимости от количества набранных баллов по сравнению с максимальными. Оценка за четверть выводилась следующим образом. Пятерка ставилась за 90-100% выполненных работ, четверка выставлялась в случае, когда учащийся набирал 75-90% баллов, тройка ставилась за 50-74% баллов, и двойка ставилась, если учащийся набирал менее 50% баллов. Оценивание таким образом вызвало положительный отклик у учащихся и у родителей. Итак, выделим достоинства рейтинговой системы оценивания. Процесс обучения контролируется преподавателем, учеником и одноклассниками. Имеется открытый журнал, к которому имеет доступ не только учитель, но и сам ученик и одноклассники. Организуется самостоятельная системная работа по усвоению учебного материала.
так как учащиеся нуждаются, вернее, вынуждены выполнять все виды работ, тем самым и происходит систематичное изучение учебного материала. Следующее. Развивается самостоятельность, творчество учащихся. Так как учащиеся, так как имеются творческие задания, которые учащийся может выполнить по желанию, тем самым повысив свой рейтинг. Дух соревнования повышает интерес к предмету, не вызывая зависти, поскольку все участники находятся в равных условиях с начала и до конца изучения предмета. Повышается активность учащихся за счет того, что учащиеся хотят повысить свой рейтинг. И оценка знаний в баллах не вызывает стресса и не оскорбляет учащихся. Среди недостатков можно отметить следующее. То есть необходим постоянный расчет и заполнение журналов с баллами. Также в качестве недостатка можно выделить сложность установления оптимального максимального количества баллов. То есть нужно больше опыта, чтобы это сделать. Рейтинговая система оценивания не требует существенной перестановки учебного процесса. Однако, как уже было сказано, трудоемкая детальная процедура подсчета промежуточного итогового балла увеличивает нагрузку педагога. Как раз-таки инструментом облегчающим работу учителя в данном случае может выступать всем известный электронный журнал, который дает возможность подсчитать не только среднее арифметическое текущих оценок. Каждое задание может иметь свой вес. Ведь, как мы знаем, контрольная работа, самостоятельный ответ на уроки не могут оцениваться одинаково. То есть мы каждому виду работы можем присвоить разный вес, разную значимость, что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более объективно оценивать успеваемость учащихся. Например, средневзвешенные оценки очень полезны при выставлении итоговых отметок за четверть. Для изменения веса оценки достаточно перейти в раздел «Темы задания», как мы видим как раз-таки на слайде. В разделе «Темы уроков и задания» мы видим темы уроков, а также домашние задания и другие виды заданий, как представлено ниже. Как можно заметить, рядом с каждым заданием имеется вес выставленной оценки. По умолчанию для всех заданий задается одинаковый вес, равный 10. Вот они выделены на слайде. Возможные значения веса от 0 до 100. Если вес оценки равен 0, то это означает, что соответствующий столбец электронного журнала не подсчитывается при расчете средневзвешенной оценки. Также мы можем видеть, что синим выделены как раз-таки те веса заданий, которые были изменены. Например, в школе номер 25 города Сыктывкара на заседании методического объединения учителей математики, информатики и физики было принято решение о единой системе выставления веса оценок за определенные виды работ, которые представлены на слайде. Теперь давайте подробно рассмотрим значение веса оценки при расчете итоговой отметки. То есть, например, допустим, что в течение четверти было 2 контрольные работы, 3 самостоятельные работы, 1 практическая и 3 домашних задания. И, допустим, у нас есть оценки некоторого ученика, допустим, вот у нас будет Петя Васечкин. Он получил за первую контрольную 3, вторую контрольную он прогулял, самостоятельную работу одну он написал на 2, вторую написал, допустим, на 4. На 3 самостоятельно он отсутствовал. Домашнее задание, с домашнее задание он получил 2 пятерки, и одно домашнее задание было выполнено на 4. На практической работе он отличился и получил оценку 4. Если мы посчитаем среднее арифметическое полученных Петей оценок, то по среднему баллу
мы можем сказать, что ученик претендует на твердую четверку, то есть средний балл будет равен 3,85, округляем в пользу ученика, так, в большую сторону, и получаем, что итоговая отметка будет 4, это без учета веса оценок. Однако, если же мы будем использовать вес оценок, которые мы видим с вами в третьей колонке, то здесь у нас будет следующая картина. То есть мы можем это почитать следующим образом, где первое и второе слагаемое это как раз-таки будут у нас баллы за контрольные работы, третье, четвертое, пятое слагаемое это будут баллы за самостоятельные работы, далее будут указаны шестое, седьмое, восьмое слагаемое это за домашние задания, и девятое это как раз-таки будет практическая работа. И после проведения подсчетов мы получаем, что всего учащийся набрал 530 баллов. Далее, посчитаем совокупный вес обязательных отметок, то есть не только полученных Петей Васечкиным, но также всех тех, которые он должен был сделать. То есть тем самым мы получаем, что совокупный вес оценок будет равен 170 баллам. Средний балл Васечкина будет равняться отношению набранных баллов к совокупному весу обязательных отметок. И тем самым мы получаем, что средний балл в этом случае будет равен 3,12, что соответствует итоговой отметке 3. То есть тройку Петя Васечкин у нас получит в случае, когда мы будем учитывать вес оценок. Очевидно, что взвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости ученика. К сожалению, электронный журнал не позволяет полностью представить рейтинговую систему оценивания, так как пропуски и посещения никак не учитываются при расчете взвешенной оценки. То есть нельзя добавить оценку за посещение или же, например, за пропуск занятия. И на результат взвешивания будут влиять только оценки в журнале и точки, например, за невыполненные задания. Спасибо за внимание, на этом у меня все. Большое спасибо выступающим всем сегодня. Ну и вот в заключение я бы хотела сказать, что мы поговорили вообще-то о очень важных вещах, об оценивании учителей, о том, какое оно сейчас и какое планируется, и об оценивании учащихся. То есть, я думаю, что дополнительная информация об электронном журнале будет полезна всем учителям. На этом я хочу закончить последнее в этом году у нас собрание, пожелать всем хорошего отдыха и хорошего настроения. До свидания.